Рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Прокуратура Ленского района поддержана гособвинение по уголовному делу в отношении жителя города Ленска, обвиняемого в совершении преступления по статье «Умышленное причинение смерти другому человеку». В ходе суда установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений, в ноябре 2020 года в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 30 ударов кухонным ножом своей пожилой соседке, которая от полученных ран скончалась на месте преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием колонии особого режима. Приговор к законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. По итогам 2 месяцев на территории республики зарегистрировано 1889 преступлений, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте прокуратуры региона. Так, снижение уровня преступности отмечено в 18 районах и городах, в том числе наиболее существенно в Анабарском, Горном и Татинском районах, а также в таком крупном административном центре, как город Нерюнгри. На 18% уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья. При этом отмечается рост уровня преступности против собственности на 6,3%. Их было совершено 940 преступлений. Но, несмотря на это, продолжается рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации. Таких зарегистрировано 496. Рост составил 67,6%. Передает пресс-служба прокуратуры республики. С 29 марта по 9 апреля в органах прокуратуры республики будет работать горячая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Граждане могут обратиться с интересующими их вопросами в прокуратуру республики по следующим номерам телефонов: 36 19 33, 36 26 06. Ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов. В прокуратурах городского и районного звеньев звонки граждан в течение рабочего дня принимают прокуроры городов, районов, а также уполномоченные ими иные прокурорские работники. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Так, в Египте, в Суэцком канале продолжаются попытки снять с мели заблокировавший канал контейнеровоз. Как сообщает СМИ, 27 марта судно Ever Given немного сдвинулось после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Также стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке насосовая часть водного транспорта. Напомним, судно, шедшее под флагом Панамы из Китая в порт Роттердама, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала. Контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал движение по каналу в обе стороны, из-за чего возникла пробка из более чем 100 судов. Как заявили в компании Evergreen, причиной случившегося стали погодные условия. Из-за сильного ветра судно отклонилось от курса и заблокировал канал. Предполагается, что операция по снятию судна с мели продлится около 2 дней. Между тем, на границе с Россией и Грузией в районе пункта пропуска Верхний Ларс водители больших грузов почти 2 недели стоят в многокилометровой пробке. На снятых кадрах можно увидеть, что для водителей был организован пункт горячего питания. Кроме того, сообщается, что местные власти обеспечивают дальнобойщиков водой и средствами личной гигиены. Отметим, что запрет на передвижение по военно-грузинской дороге был введен из-за неблагоприятных погодных условий. Морозы со снегопадами, метелями и ветром до 20 метров в секунду стали причиной запрета на передвижение больших грузов. В результате образовалась пробка, растянувшаяся по территории 3 республик – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Так, сегодня уже 13-й день, по-моему, если не ошибаюсь, если не больше. Едем в Турцию. А что взять? Гранула из Узбекистана. А вот кормят вас здесь часто? Ну, уже 3-й раз. 3-й раз вот получаю. А так все нормально. Как бы до этого было продукты, а сейчас уже закончилось все. Когда дорога откроет, лучше вы подсказали бы это.
Волонтеры объединения по спасению диких животных «Help пытаются забрать из Центра реабилитации раненых и измученных животных при травочной станции Подмосковья, где собак натаскивают на диких животных. Как сообщили зоозащитники, 14 марта один из волонтеров посетил испытательно-тренировочную станцию «Ферсановка», которая подозревалась в незаконной контактной притравке. Он подтвердил, что в тот день проходили тренировки охотничьих собак. Узнав дату следующей притравки, волонтеры отправились на станцию в понедельник с целью освободить животных. В объединении отметили, что вход на шоу стоил порядка 1500 рублей. Среди зрителей были замечены и дети, которые наблюдали за нападением собак на привязанного медведя. Волонтеры призвали полицию. По словам посетившего станцию сотрудника правоохранительных органов Владимира Майорова, по данному факту будет проводиться проверка. Материалы уже переданы следствию. Будет проводиться участковым ходишь на проверку, материал передан в дежурную часть, а дальше уже по указанию начальника будет участковую проверку проводить. Ну, вот, соответственно, те документы, которые есть, они уже изучаются, плюс будут дополняться более новыми документами, потому что были уже проверки и сегодня в том числе у них. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.